Село Тумул расположено на живописном берегу реки Лены, примерно в 200 километрах от Якутска. Здесь есть необходимая инфраструктура – школа-сад, культурно-спортивный комплекс, фельдшерский пункт, хорошо работает сотовая связь и интернет 4G. Численность населения чуть более 200 человек. В целом, неплохое место для начала карьеры молодых специалистов, но они не спешат приезжать в Тумул. Причина – отсутствие достойного жилья. К сожалению, у нас условия проживания для молодых специалистов нету. Из-за того, что у нас своего общежития нету, муниципального жилья нету, поэтому приходится договариваться с частными лицами и арендовать для специалистов частные дома с печным отоплением. В одном из таких домов живет молодой специалист Сандра Матвеева, которая устроилась работать в местный культурно-спортивный комплекс с художественным руководителем. Девушка родом из Верхоянского района. Это ее второй приезд в Тумул. Дом, в котором она сейчас проживает со своей семьей, отапливается дровами. Уже сейчас для поддержания тепла приходится топить печь раз в день. Холодно уже с конца июля месяца, дожди. Уже как бы в год где-то 2 прицепа точно. Это больше 14 или 16 тысяч получается. Оплачиваем, заказываем за один прицеп. А так в год 2 прицепа хватает. Но все равно печное отопление это дома надо быть обязательно. Мало ли что. Зимой, иногда бывает даже мыть 4 раза. У нас печка не очень хорошая, например, поэтому расхода побольше у нас. Неблагоприятные жилищные условия являются первопричиной нехватки работников в Тумульской школе-саде. Сейчас здесь требуются на работу учителя физики, географии, биологии, истории, информатики, начальных классов, психолог и совхоз. В прошлом году, к сожалению, также у нас эта проблема так и не была решена, поэтому, чтобы выйти из ситуации, школа заключила договор по онлайн обучению. То есть по нескольким предметам обучали по онлайн. Сулаханана. Чтобы обеспечить село необходимыми кадрами, наследная администрация при поддержке района заказала проект общежития для молодых специалистов. В данный момент у нас идет работа по экспертизе, по сметной части. Если мы получим положительное заключение по сметной части, то сможем принять участие в программах. В данный момент у нас действуют 2 программы. Это республиканская программа добрых дел и федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий». В случае одобрения проекта и выделения средств на строительство в Тумуле в обозримом будущем появится новый социально значимый объект в виде двухэтажного каменного 8-квартирного общежития для приезжих специалистов. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.